За год экспорт молочной продукции из Кыргызстана увеличился в 2 раза. Об этом сегодня рассказал замминистра экономики Эльдар Абакиров. По его словам, республика также стала экспортировать на 50% больше золота, чем в прошлом году, и на 40% больше текстиля и одежды. В данное время ведутся переговоры по поставкам в Китай вишни, дыни. Внешний торговый оборот страны за последние 5 месяцев возрос на 19% и составил 1,3 миллиарда долларов. Подробнее о проблемах и достоинствах кыргызского экспорта поговорим с гостем в нашей студии, замдиректором Госагентства по продвижению инвестиций и экспорта Министерства экономики Шумкарбеком Адлетулу. Здравствуйте, Шумкарбек. Здравствуйте. Благодарю вас, что вы пришли к нам. Известно, что по многим требованиям товары из Кыргызстана не соответствуют стандартам ЕАЭС. В связи с этим при прохождении границы возникает множество проблем. Расскажите, пожалуйста, подробнее о недостатках экспортеров Кыргызстана и как эту проблему собираются решать на государственном уровне. Ну, прежде всего, разрешите, что начать с такой проблемы, как информирование, простое обычное информирование о процессах экспорта, о требованиях, так скажем, для экспорта, для рядовых экспортеров и потенциальных экспортеров. Дело в том, что многие потенциальные экспортеры и порой действующие экспортеры не до конца понимают требования технического регламента, требования к упаковке, требования к дизайну, требования к хранению этой продукции. И в соответствии с этой проблемой, так скажем, возникают некоторые проблемы при экспорте. В дальнейшем существуют проблемы, это несоответствие, так скажем, техническому регламенту производства и процесса, так сказать, переработки нашей продукции. В связи с этим некоторые есть трудности по экспорту нашей продукции. А также то есть, существует проблема по доступу к финансовым ресурсам, но в этой части, так сказать, правительство ведет активную работу. А вот в средствах массовой информации мы часто видим заголовки о том, что Кыргызстан собирается экспортировать свою продукцию в те или иные страны, однако это не всегда делается. Получается, что у Кыргызстана есть потенциал в сфере экспорта, но нет достаточных для этого возможностей. Почему? Есть потенциал, есть сырьевая база, просто необходимо отметить, что экспорт совершается благодаря тому, что в другой стране признают качество и считают приемлемым ту цену, которую наши производители выставляют, и таким образом покупают нашу продукцию. Для этого есть ряд макроэкономических причин, начиная от валютного курса, заканчивая просто ростом регионального роста цен на определенную продукцию, но при этом, если будет определенное представлено хорошее качество переработки, да и качество сырья, я думаю, что спрос на нашу продукцию будет. Если говорить о потенциале, у нас существует очень хороший потенциал по некоторым позициям для экспорта. Также существуют очень хорошие условия по, так скажем, переработке. При этом есть определенные трудности, которые вот наши переработчики, наши производители, они преодолевают. В этом плане правительство их старается активно поддержать. Например, если говорят то, что на сегодняшний день предусматривается специальное, так скажем, льготное финансирование, планируется, то есть финансировать экспортоориентированные предприятия, планируется финансировать внедрение системы ХАСП, а также вот нашим агентством активно ведется, так сказать, информирование и предоставление аналитических материалов, поддержка полная будущих экспортеров, потенциальных экспортеров, действующих экспортеров. Также активно нашим агентством осваиваются новые рынки для экспорта. Это вот Китай, недавно состоялась торгово-экономическая миссия в Катар, активно работа ведется для освоения статуса ВСП+ с Финляндией. Были отправлены, так скажем, пробные экземпляры в Японию, в Корею. То есть ведется активная работа, но, к сожалению, количество готовых экспортеров она пока что остается мало, поэтому делается очень большой упор со стороны Министерства экономики для развития именно широкого круга экспортеров, раскрытия экспортного потенциала нашей страны. А вот недавно прозвучало предложение создать единый логистический центр для экспортеров Кыргызстана, куда бы стекалась вся информация. Скажите, пожалуйста, это действительно решит многие проблемы?
Эта проблема на сегодняшний день частично решена. Вот как сегодня озвучил замминистра сельского хозяйства, при Министерстве сельского хозяйства создан ресурсно-аналитический центр, который, значит, собирает, аккумулирует всю необходимую информационно-аналитическую информацию и при необходимости может предоставить и поделиться. А по поводу логистики и транспортировки готовой продукции, да, на сегодняшний день это, так скажем, является достаточно острой проблемой. У нас, к сожалению, те запасы, которые могут быть считаться избыточными и как бы требуют хранения для дальнейшей переработки или для дальнейшей продажи, остаются маленькими, поэтому этот объем пока что не позволяет, так скажем, сделать так, что на основе этих объемов окупались бы, либо инвесторы бы смогли возвращать те средства, которые вложили бы в строительство логистического центра. Вопросы транспортировки пока что они удобны по историческому направлению, это Казахстан в Россию, но новые рынки, это как Китай и другие рынки в Западной Азии, это требует проработки, потому что у нас существует здесь ряд проблем, и я думаю, что в будущем эти проблемы будут решены. Вот известно, что кыргызская продукция пользуется большим спросом на мировом рынке из-за своих экологических свойств. Некоторые экспортеры вынуждены вывозить пользующийся товар спросом контрабандным путем, так как официально это сделать не получается. Вам известны такие случаи? Не могли бы вы рассказать более подробнее об этом? Могу признать, что да, контрабанда, она приносит значительный урон нашему отечественному производителю и нашей экономике в целом. Но чтобы говорить о том, что есть факты контрабандного вывоза, я думаю, такого, так скажем, мы не ознакомлены, но хочу отметить, что процедура вывоза товаров на экспорт в рамках ЕС она значительно упрощена при соблюдении всех необходимых норм и требований со стороны Евразийского экономического союза. Здесь проблем не должно быть. Единственное, как я уже выше отметил, это установление цены и, так скажем, определение качества и уникальности товара. На сегодняшний день наши климатические условия и другие ряд факторов позволяют вывозить на ближайшие рынки уникальные товары, которые пользуются спросом, и те, так скажем, товары первой необходимости, которые мы можем конкурировать по ценовой категории. Вот яркий пример – это молочные продукции, которые за первый квартал показала рост практически 2 раза, и те уникальные продукты – это орех, экспорт которого вырос в 3,5 раза. То есть, но все упирается в объемы. Объемы пока что они относительно маленькие. Здесь необходимо подходить систематически и выходить на промышленный уровень, и то есть уже работать над брендом, уже работать над подачей этой продукции, параллельно решая вопросы логистики и транспортировки. Спасибо, Шумкарбек, за беседу. Напомню, о проблемах экспорта из Кыргызстана мы поговорили с замдиректором Госагентства по продвижению инвестиций и экспорта Министерства экономики Шумкарбеком Адилетовым. Благодарю вас.